Добрый день, дорогие горожане, дорогие зрители. Сегодня передача «Якутск сегодня» проводится в необычном формате. В студии только я, ведущая Комиссарова Валентина Иннокентьевна. Я врач-терапевт и выступаю здесь как член общественного движения «Трезвая Якутия». Нас попросили провести цикл уроков трезвости по методу Шичко. С нами сегодня в студии Мария Новгородова и Михаил Аверстов в студии. Сегодня я проведу первое занятие по теории программирования, по теории метода Шичко. Что это за метод? Метод очень универсальный. Первый слайд покажите, пожалуйста. Шичко Геннадий Андреевич родился в 1922 году. Это советский ученый, доктор биологических наук. Он 32 года проработал в Институте экспериментальной медицины в городе Ленинграде. И за все эти годы он изобрел, подождите пока, первый слайд, изобрел свой метод избавления от вредных зависимостей. Метод, я уже сказала, он уникальный и универсальный, то есть его можно использовать при любой проблеме, даже для достижения каких-либо практических целей, не говоря уже об избавлении от каких-то зависимостей. Но сегодня мы будем говорить о питейной запрограммированности, о питейной проблеме, о проблеме пьянства, как избавиться от этого. Но метод будет полезен и всем слушателям, потому что, во-первых, каждый из нас заинтересован жить в трезвой среде. Мы все хотим, чтобы нас окружали трезвые люди, чтобы было безопасно везде, во всех сферах нашей жизни, да? И не только зависимым он помогает, но вообще понять проблему изнутри, чтобы помочь своему ближнему. Второй слайд, пожалуйста. О зависимости от алкоголя говорим, поэтому скажу немного, что это наркотический яд, клеточный яд. Поверим большой советской энциклопедии. И он содержится во всех алкогольных изделиях. Следующий слайд. Тем не менее, зная о том, что люди все прекрасно знают, что вредно, что плохо для здоровья, но продолжают многие употреблять его на праздниках, считают допустимым его употреблять, считают, что это традиция и так далее, и не хотят выделяться из толпы. Заслуга Геннадия Андреевича заключается в том, что он раскрыл механизм развития этих зависимостей от психоактивных веществ. Психоактивные вещества – это все наркотики, в том числе алкоголь и табак, когда меняется психика человека, пьющего. Так, здесь мы с вами видим, на примере дерева разберем. Для того, чтобы любое дерево выросло, нужно сначала в хорошую почву положить семечко. Семечко является в нашей проблеме это положительное отношение к употреблению алкоголя, что его допустимо, что его желательно, необходимо даже принимать. И это семечко закладывается в подсознание, беззащитное подсознание ребенка, не спрашивая его согласия, в очень раннем возрасте. Даже многие говорят о том, что внутриутробно даже. Ребенок уже понимает настроение своей беременной матери, когда она радуется выпивке, и уже начинает воспринимать, что это хорошее что-то. Дальше из семечка сначала идут корни. Этими корнями оно прикрепляется к питательной среде, впитывается ею и дальше пускает росток. В нашем случае, вернемся к дереву, там все эти корни, это называется программой. То есть Шичко открыл, что люди поступают так или иначе по своим заложенным внутри подсознательно программам. Хотим мы того или нет, мы
работаем, наш мозг работает подобно компьютеру. Какую программу заложили, такую он и выполняет. Программа эта разрастается в течение жизни и дальше обязательно дает росток. Росток потом превращается в стебель и затем в ствол. От ствола начинают отходить веточки. Веточки – это в данном случае будет уже привычка. Ствол – это употребление. И если человек начинает регулярно употреблять, то у него обязательно возникает привычка на уровне условного рефлекса. Потом уже появляются плоды этого дерева. А плоды – это уже физиологическая зависимость, это уже тяга к наркотику, тяга к алкоголю. О том, что какой-то яд страшный для нашего организма, еще будут в передаче следующие, поэтому я здесь останавливаться не буду. Но формируется обязательная зависимость на том или ином уровне. Или на психологическом, или на физиологическом. Дальше переходим к следующему слайду. Здесь вот еще можно вспомнить такое явление, как импринтинг. Это биологическое явление, когда вот сначала это явление было открыто на выводке гусят или утят. И вот когда они вместо своей матери видят человека, то они его считают за своего родителя, начинают следовать за ними. И точно так же ребенок наш постоянно запечатлевает наше поведение. Каким образом это происходит? Когда он видит пример очень авторитетных людей. В первую очередь это его родители. Самые любимые, самые родные, самые авторитетные для него – это родители, да? И он впитывает это вот образ курящий, образ пьющего родителя. И все это воспринимает. Потом, как результат, у нас появляется подражание. Рано или поздно он начинает подражать поведению взрослых людей. И вот если даже, допустим, он чувствует от родителя, от отца, который приехал встретить в роддоме ребенка, и от него пахнет там куревом, или он уже отметил рождение ребенка долгожданного, то от него исходит запах или алкоголя, или табака, и он воспринимает это как запах родного человека, как что-то очень близкое, родное ему. Вот это и называется импринтингом. Следующий слайд рассмотрим. Уже там схема будет немножко другая. Следующий. Нет, там была лестница Шичко. Происходит вот это вот программирование каким образом? Все это запечатлевается на каждом празднике. Ребенок, подрастая, все это видит. Если он видит на каждом празднике застолье праздничное во главе с алкогольным изделием каким-то очень нарядным, очень веселым, очень красивым. Это изделие еще и хлопает, его разливают, чокаются, и все веселые и такие радостные. Вернемся к слайду, где вот застолье. И он все это воспринимает как ставит знак равенства между алкогольным изделием и весельем, между алкогольным изделием и праздником, что это для него уже не яд, а какой-то очень веселящий, хороший, добрый напиток. Добрый еще и потому, что в этот день родители могут ему простить многие шалости, закрыть глаза на это, да? Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста, покажем. Они могут еще наблюдать и любоваться на витрины магазинов. Это очень опасно еще и тогда, когда алкоголь продается в продуктовых магазинах вместе с жизненно важными продуктами. Вот проходя мимо, бутылки сверкают, переливаются, какие-то очень интересные названия, положительные, все такие привлекательные, и ребенок начинает интересоваться ими.
Теория Шичко называется метод психологического программирования и психологического перепрограммирования. Суть его заключается в том, что с помощью этого метода убирается вот эта вот программа полностью из подсознания с помощью сознательных усилий. Важным инструментом является ведение дневника по методу Шичко. Там есть специальные вопросы, на которые человек отвечает перед сном письменно. Почему это очень важно? Это очень важно потому, что у человека вот есть тесная связь между двигательными импульсами с пальцев и речевой зоны, и все это вот запечатлевается очень крепко в подсознании, когда человек спит. Поэтому еще и рекомендуют заполнять эти дневники перед сном. В покое перерабатывается вся информация, та, что он получил, допустим, на уроке по трезвости, и та информация, которая записана его собственной рукой. Все это в подсознании перерабатывает ночью во сне, и происходит вытеснение вот этой вредоносной вирусной программы, заменяется постепенно трезвеннической программой. В этом заключается суть программы. Да? И целью является методы Шичко на выходе уже этих уроков получение сознательной трезвости. Я бы хотела вернуться к слайду с лестницей, со ступеньками лестницы. Это, по-моему, 4-й слайд. 4-й. Нет, не этот. И там сначала вот как бы человек получает установку, ну ладно, без них обойдемся. То есть каждый человек рождается естественным трезвенником. Трезвость дается природой как дар, как подарок, бесплатный подарок, как наилучшее, самое творческое, самое благоразумное состояние человека. И благодаря этой трезвости, ясной голове, человек делает какие-то адекватные решения для себя и, следовательно, адекватно и поступает в различных ситуациях жизни. Но она, естественная трезвость, начинает теряться у нас, да? Это, например, вот можно вот на таком примере, как в 1 класс у нас идут дети, практически все трезвенники, еще никто не употреблял алкоголь, табак или что-то другое, психоактивное вещество, да? Но на выходе из школы почему-то вот у большинства детей, как социологи пишут, у 90% детей она теряется, естественная трезвость, то есть дети уже имеют опыт употребления психоактивных веществ. Каким образом это происходит, мы уже сказали. Это сначала формируется установка положительная. Это вот первая как бы ступенька лестницы Шичко, ведущая вниз к деградации, к могиле, да? Дальше у ребенка формируется программа употребления. Она отвечает, когда я начну употреблять, что я буду употреблять, какие алкогольные изделия. Он никогда не скажет, что я буду пить, как этот бомж, который валяется под забором. Да? Я буду очень разборчив, я буду культурно употреблять, как мои мама, папа, как уважаемые кумиры. И что я буду употреблять? Да только качественные какие-то изделия. Как часто я буду употреблять? Только по праздникам и так далее. Вот на такие вопросы у него уже складывается программа конкретная. За каким столом и так далее. Все это он программирует. Но программирует он это несознательно. Он, возможно, не отдает себе отчета даже. Но если мы попросим детей нарисовать праздничный стол, у большинства будет стоять это алкогольное изделие. Значит, у него уже есть эта программа. И установка положительная сформировалась, программа уже формируется, и затем формируются про алкогольные убеждения. То есть ложные мифы, которые
которых очень много в пользу употребления алкоголя, о том, что он согревает, что он расслабляет, что он там расширяет сосуды, что что употребление алкоголя – это традиция и так далее, и так далее. Множество таких мифов. И всеми ими обрастает программа, которая вот в подсознании все мощнее и мощнее становится. И время приходит, вот это употребление начинается, и приобщаться начинает ребенок, да, еще и под давлением, возможно, какой-то окружающей среды, там, сверстников, подростков, старших детей, да. И если сначала вот первое употребление алкоголя никому не нравится, возникают какие-то естественные реакции отторжения там, в виде болей головных, там, тошноты, рвоты и так далее, то находятся учителя, которые говорят, что ты научишься, все через это проходит и так далее. И поэтому ребенок приобщается постепенно. И затем вот следующая ступенька уже формирования привычек на уровне условного рефлекса. А помните теорию условных рефлексов Ивана Петровича Павлова, вот учеником которого является Геннадий Андреевич Шичко. Все эксперименты с собаками, когда их кормили там, при красной лампочке, потом загорание этой лампочки уже вызывает даже без еды выработку соляной кислоты в желудке. Да? И точно такой же рефлекс формируется у нашего населения. Вот красный день календаря, как эта красная лампочка, и люди думают, что вот праздник уже на носу, Новый год скоро, вот пора бы уже как бы заняться там поиском хорошего, говорят, шампанского, качественного и так далее, да? И это уже привычка на уровне психологической зависимости. Вот, допустим, попробуем отнять вожделенное шампанское перед Новым годом, перед самым Новым годом. 5 минут осталось до боя курантов, а мы у него отбираем желанную бутылку. И у этого человека непременно снизится настроение. Он не алкоголик, он совсем не алкоголик. Но, тем не менее, вот уже такая психологическая зависимость у него сформировалась. Ну, а дальше по закону наркотиков обязательно формируется зависимость на уровне физиологии человека, внутренняя тяга к выпивке. В каких-то случаях, в каких-то там питейных случаях или при возникновении мыслей и так далее тяга. Она уже говорит о том, что начинается алкоголизм как заболевание. Дальше. Хочется сказать еще о том, что метод Шичко отличается от других методов очень выгодно тем, что он, как бы, вот, допустим, от кодирования, да? Когда мы... слайд включите, пожалуйста, там дерево и обрубленное дерево, пень. Если мы, допустим... срубим это дерево алкогольное у этого человека, как поступают при кодировании, употребление вырубается, но вся программа остается в организме, то есть в подсознании человека. И, как говорится, значит, пенек остался, и каждый пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Да? Поэтому начинает снова отрастать вот этот ствол, веточки, плоды и так далее. Снова формируется, если этот человек, что называется, срывается. А срыв происходит очень часто, поскольку программа-то сохраняется. Человек подсознательно не перестает желать выпить в таких ситуациях праздничных, привычных. И поэтому он готов к этому срыву внутренне. И обязательно рано или поздно, или ко времени вот этого срока кодирования он срывается. А метод Шичко отличается тем, что выкорчевывается все это дерево. Дерево алкогольное, вредоносное, оно как бы вырубается с корнями, выкорчевывается. Ну, сейчас, наверное, мы пойдем на рекламу. И затем вернемся.
Так, мы с вами разобрали суть метода Шичко. Это психологическое перепрограммирование с помощью изменения убеждений. Насколько мы знаем, что мы все поступаем согласно убеждениям. Помните, революционеры шли ради убеждений и на виселицу, и в каторгу, и так далее. Но менять изменения, то есть убеждения они не собирались, да? То есть убеждения правят людьми. И вот с помощью метода Шичко мы можем их изменить. Этот свой, результативность своего метода Геннадий Андреевич объяснял тем, что он применяет гартановический метод, гартановика. Это благотворное влияние на людей целенаправленной речи. Вот речь очень важна. Сначала было слово, всегда говорят, да? И мы поэтому вот на уроках трезвости объясняем, доводим правдивую информацию о проблеме. И затем он с помощью полученных знаний, изменения своих каких-то там устоев каких-то, да, которые толкали его на употребление яда, начинает перерабатывать эту информацию и меняет свои собственные убеждения с помощью дневников еще. Поэтому вот роль слова очень важна. Слово написанное, слово прочитанное, слово услышанное. Все это играет здесь роль. И я уже сказала о связи руки, мелкой моторики с речевым центром. Поэтому меняется поведение человека. Я бы хотела включить алкогольный айсберг, там слайд «Алкогольный айсберг». То есть мы должны понимать, откуда мы уже все это разобрали, ступеньки, механизм формирования. Поэтому откуда у нас берутся алкоголики, мы это уже должны понять, да? Обычно в обществе видят только вот вершину этого айсберга. Все основание огромное, оно под водой, мы его не видим. Но именно основанием опасны айсберги. Все это мы прекрасно знаем. Но население борется только вот против злоупотребления алкоголя. Очень часто я слышу, что нельзя злоупотреблять. Но алкоголь – это уже зло. То есть злоупотребление каждое начинается с употребления. И вот откуда у нас берутся алкоголики? Они берутся из бытовых пьяниц, да? Просто обычные пьяницы, которых мы относим к этим бытовым пьяницам. Он не алкоголик, он просто пьет, говорим. Но пьяницы берутся у нас из числа именно культурных употребителей. Вот идеал для всех наших детей. Они равняются именно на употребление культурное, но культурно употребляющих своих родителей, своих кумиров, своих авторитетов, а не на тех, кто там под забором валяется, да? Наоборот, вот эти вот пьяные, допустим, бичи, они могут послужить даже вот рекламой антиалкогольной. А культурное употребление, оно очень привлекательно. Оно очень заразно. И вот если мы будем говорить об алкогольной эпидемии, то разносчиками эпидемии является именно культурное употребление. Но люди не виноваты в том, что они ими становятся. Мы уже разобрали, вот заслуга Геннадия Андреевича еще и в том, что вот он открыл то, что люди сами пьющие не виноваты. А то мы обычно обвиняем всегда алкоголиков, пьющих людей, да он что за человек, почему он не понимает, да он сам дурак и так далее. Да? Но оказывается-то корень зла вот в этом кроется, в программе, заложенной без его согласия. Именно вот заразного примера культурных употребителей. И основанием этого айсберга служит как раз вот запрограммированность, питейная запрограммированность, да. Метод Шичко еще он выгоден тем, отличается выгодно тем, что при этом целью его является
именно выработка сознательной трезвости, когда человек возвращается к своей естественной трезвости. Этим кичиться абсолютно не надо. Мы все рождаемся естественными трезвенниками. Ну, просто нужно вернуться к этому состоянию, и это не особое такое вот достижение, да, трезвенников. Просто восстановили свою естественную трезвость, сознательно поняв, насколько это вредно и для него самого, и для общества, и экономически это невыгодно, и политически это невыгодно, оказывается. На самом деле очень много людей умирает от алкогольных отравлений и от смертей по поводу алкогольных отравлений, и не только. Очень много людей умирает и от заболеваний, вызванных алкоголем. Про это тоже будет передача. Но очень часто этого даже не отмечают врачи, что вот цирроз печени или инфаркт, или инсульт, они вызваны хроническим употреблением, регулярным употреблением алкоголя. Поэтому алкоголь является одной из самых частых причин высокой смертности. То есть для сохранения населения борьба за трезвость имеет очень большое значение. Потому что людской потенциал – это как бы одна сторона медали безопасности страны в целом. Так, и при этом, при возвращении к естественной трезвости методом обретения сознательной трезвости у человека как бы формируется и сила воли, и самодисциплина, потому что нужно вот посещать уроки трезвости регулярно, вот минимум 10 занятий, да по 1,5 часа сидеть, это для полноценного курса необходимо, и выполнять, писать эти дневники. Кроме того, он берет на себя ответственность и за себя, и за свою семью, и за свой народ, и за свое отечество. Да? Поэтому метод Шичко вот как бы является нравственным даже методом, можно сказать. Так, потом, значит, что еще я хотела сказать? Вот насчет благотворного влияния целенаправленной речи, еще раз повторяю, это является, Геннадий Андреевич назвал это гортановикой. Гортановика – это, значит, наука о влиянии благотворной речи человека на его благополучие в целом. Не только его физическое здоровье, но и моральное, но и психическое здоровье укрепляется, улучшается. Да? Помните слова Тютчева есть в стихотворении «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Вот это мы все должны помнить. И когда, допустим, вот за тем же праздничным застольем ребенок маленький тянется к алкоголю, ему же интересно попробовать, интересно понять, что это такое, там красивое, переливается, люди чокаются, люди веселятся из-за него. Он тянется ручкой, а мы ему говорим: что ты делаешь, ты еще маленький. То есть мы как бы его программируем на то, что вот вырастешь, потом уже можно будет, да? У него в подсознание уже внедряется вот это наше воздействие, что позже, став взрослым, я смогу начать, да? То есть как признак взрослости еще воспринимается подростками. Очень часто вот дети, желая доказать свою уже взрослость, состоятельность, приобщаются к алкоголю. Это как у них как бы метод такой вот самоутверждения, можно сказать, да. Потом, когда мы говорим, даже врачи очень часто говорят, что все время говорят про злоупотребление, что только злоупотребление опасно для жизни. Но на самом-то деле мы уже сказали, что каждое злоупотребление начинается с употребления. Откуда корни растут, откуда ноги растут, мы должны все время помнить.
И, как всякие уроки, значит, у нас приветствуется, когда конспектируются важные моменты лекции, и домашние задания еще мы можем дать, да? Ну, это на ваше усмотрение, конечно, но для того, чтобы овладеть методом, это очень важно. Пожалуйста, включите-ка наши домашние задания, слайд. Если их вы не нашли, то я вам просто продиктую. Надо будет ответить на такие вопросы. Если не хотите письменно отвечать, можете для себя устно даже ответить, да? Допустим, так. Люди пьют алкоголь на праздниках, с горя, для здоровья, для расслабления и так далее. Выбираем отсюда, значит, один случай. Ну, кто-то для здоровья выбирает, кто-то там для расслабления, да? Второй вопрос. Почему они это делают? Надо расписать. Дальше. Что в этом плохого? Нужно ответить для себя. И что я делаю в этом случае? Таким образом, мы с вами пришли к тому, что вот употреблять алкоголь даже в культурных как бы дозах, да, это все равно опасно для организма. И безопасная доза алкоголя, я как врач вам говорю, она равна 0. Поэтому я хочу привести еще вам строки из стихов Расула Гамзатова, моего одного из любимых поэтов. «Хвалю умение пить вино, но право может быть ценней умение лишь одно – совсем вина не пить». Об этом же говорил Бенджамин Франклин. Он говорил, что первая рюмка, она уже лишняя. Спасибо большое за внимание. Я вам желаю успехов. У нас еще есть время, да? 57. Извините, пожалуйста, я первый раз в этой студии, поэтому вот как бы думала, что до 50, до 57, оказывается. Но давайте еще немножко поговорим о программировании. Ну, о том, что повторим, давайте уроки, да, важные моменты. Мы с вами поняли, что это научный метод, что его изобрел Геннадий Андреевич Шичко, кандидат биологических наук, который очень долго работал в одном из ведущих институтов головного мозга, да, в Ленинграде. И в итоге разработал теорию психологического программирования. Он выявил, что мы с вами поступаем согласно заложенным в нас программам. При этом это без согласия человека вкладывается, да? Мы все это запечатлеваем. Ребенок запечатлевает, глядя на наглядные примеры, очень привлекательные примеры культурного потребления. Поэтому у него формируется положительная установка к алкоголю, положительное отношение, что это какое-то необходимое, желательное, праздничное какое-то такое явление. Далее, значит, после этого у него формируется программа, которая отвечает, когда я начну пить, сколько я буду употреблять, какую дозу предпочтительно, какие вина предпочтительные. И все это мы, ну, я для себя скажу, что вот мы, люди советского поколения, моего поколения, мы все эти этапы проходили на себе. И трезвость я веду, к сожалению, только с 1998 года. Трезвый образ жизни. После ознакомления с этим методом. До этого, как я считала, что это нормальное явление, что все люди пьют, и поэтому мне тоже нужно научиться и употреблять обязательно, чтобы не выбиться из стаи, как бы, из стада, не стать белой вороной. Что это традиция, что это нужно обязательно уважать, да? А потом вот эти убеждения. Очень много этих ложных убеждений о том, что алкоголь в какой-то дозе полезен. Очень часто меня спрашивают, а почему делают вот настойки на спирту и так далее.
Но действительно их делают. Спирт является как бы консерватором очень хорошим, да, экстрактов трав, например, полезных. Но, тем не менее, если каждый человек волен выбрать, зная, что спирт – это даже в небольших дозах, это все равно клеточный яд, это наркотик, и поэтому он может выбрать не настойку спиртовую, а сделать из трав настой там на воде или экстракт, допустим, валерианы выбрать, да. И если уж несколько капель там настойки там взрослому человеку не повредит, то для ребенка это может стать и губительной дозой, гибельной дозой. Поэтому ко всему этому надо очень разборчиво относиться. И вот если программа заложена в нас подсознательно, независимо от нас, то она обязательно, как мина замедленного действия, должна выполняться. Она висит, как дамоклов меч над каждой люлькой наших детей, можно сказать так образно. И, кстати, Геннадий Андреевич Шичко говорил, что алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки в руках родного человека. Ну, я хочу сказать еще не только родного человека, но и любого человека, который является для всех авторитетом. Да? Ну, поскольку большинство из вас, ну, практически все взрослые люди, мы являемся авторитетами для наших детей, ну и многие, вот особенно интеллигенция вся, врачи, учителя, там, работники культуры, политики, спортсмены и так далее, являются очень большими все-таки авторитетами для всего нашего общества. И когда мы поднимаем рюмку за здоровье или там за счастье и так далее, то мы можем сказать, что подняли руку, голосуя за продолжение вот этой алкогольной войны. Действительно, она идет, она невидимая. И она тем более страшна, что сейчас у нас идет действительно гибнут наши парни, допустим, те, которые находятся в спецвоенной операции. Но нам мало того, как будто бы мы продолжаем губить себя еще и алкоголем. Но если мы даже не умрем от алкогольного отравления, все равно подтачиваем каждый раз, когда немного пригубляем, подтачиваем свое здоровье. Поэтому это нужно очень хорошо помнить, как бы зарубить у себя на носу, что мы, что культурные употребители сеем эту алкогольную заразу. Спасибо большое за внимание. Я вам желаю здоровья, трезвости и присоединяться к нашим урокам. В следующий раз к нам